Мы очень благодарны за ту помощь, которую оказали слушатели и вообще люди, которые как-то увидели ту информацию, которая пошла в эфир. Те средства, которые мы насобирали, они нон-стопом используются, нон-стопом ходим по разным врачам, заполняем то, что требует ребенок. Этим надо заниматься каждый день, изо дня в день. У нас нет выбора на смену. То я, то жена. Она стала менее зажатой. Она может уже держать корпус своего тела, спину. Те моменты, когда Лара делает хоть какой-то прогресс, это затмевает все то негативное, которое было позади. Именно это нас и держит более или менее на плаву психологически. Вітаю, сябры! З вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, каму патрэбна дапамога і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Ствараючы маленькія цуды адзін для аднаго, мы ў выніку ствараем вялікі цуд нашай будучай вольнай Беларусі. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні наших герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Не бывае маленькай дапамогі. І сведчанне гэтаму гісторыя маленькай беларускі Ларысы. У яе бацькоў 3 дзетак. Стась і Александра з усяе моцы змагаюцца за жыццё сваёй малодшай дачкі. Ларіса мае дзіцячы цэрэбральны паралюш. Гэта не проста хвароба, гэта комплекс сімптомаў. Поначалу говорили, что она вообще не выживет и не переживет. Мозговое поражение. Клетки мозга были залиты кровью 4 степени и 3 степени. Поначалу диагноз был, что залит мозг кровью. Лара длительное время была на интенсиве. Нам постоянно врачи говорили, что она может просто не пережить 1 день, потом неделю. Потом сказали, что если что-то случится, мы не будем ее спасать. Потому что с таким диагнозом человек будет либо растением, неполноценным, не понимать, что происходит вокруг, либо инвалидом, который будет поражен на опорно-двигательный аппарат, ни руками, ни ногами шевелить не сможет, если будет еще шеей. У першую чаргу патрэбная рэабілітацыя, бо рэабілітацыя – гэта асноўнае. Яна можа зрабіць вельмі шмат. Гэта самае важнае ў першыя 3 гады жыцця, бо ў гэты час мозг дзіцяці найбольш пластычны і можна практыкаваннямі дапамагчы ёй лепей функцыянаваць. Если ей заниматься, у нас есть все перспективы поставить ее на ноги. И чтобы она максимально была функциональна, как человек, самостоятельно. А если не будет просто помощи, то не знаю, насколько нас хватит просто. Нагадаю, калі мы папярэдні раз прыязджалі ў сям'ю, Лара, якая мае ДЦП і пасляродавыя траўмы, яшчэ знаходзілася ў карсеце, не магла роўна сядзець, і галоўным клопатам для сям'і было тое, ці здолее яна калісьці зрабіць свой першы крок і прамовіць першае слова. Дзякуючы вам, нашым гледачам, у нас атрымалася закрыць адзін са збораў на рэабілітацыю Лары. Перадусім я хачу падзякаваць Мікіце з Беларусі, а таксама Раману і ягоным калегам, якія закрылі збор квотаю у амаль $2500. За гэтыя сродкі Лара змагла наведваць неабходных лекараў, ёй былі набытыя новыя артэзы, а таксама працягнулася рэабілітацыя. Давайце паглядзім, як цяпер жыве дзяўчынка і яе сям'я, і ў чым яны цяперака маюць патрэбу. За то время, пока мы не виделись, Лара занималась нон-стоп реабилитацией, и эта реабилитация очень помогла ей. Она стала менее зажатой, она может уже держать корпус своего тела, спину, старается уже самостоятельно есть, начинает уже
помалу ходить. Ну, как дальше пойдет, неизвестно. Но будем надеяться, что будет все хорошо. Реабилитация очень сильно помогает ей даже начинать говорить, потому что это дополнительный контакт с людьми. Нон-стоп что-то новенькое. А все новенькое и очень необходимо, чтобы мозг развивался. Для врачей было впечатляюще, что она сама, например, может есть, жевать, перелаживать с руки в руку еду тоже. Ну, такую, которую можно сухую, в смысле, там, кукурузные палочки или что-то. Врачи были удивлены. Но с такими травмами мозговыми не каждый ребенок вообще самостоятельно хоть что-то делает. Она расстарается, идет вперед и, несмотря ни на что, открывает этот мир для себя. Каждый день надо с ней заниматься, реабилитировать. Нельзя остановиться в прогрессе, потому что с такой болезнью, как у нее, мышцы сразу же будут ловить напряжение, и потом целый прогресс может пойти назад. 2 линии нервов, и надо зажимать особые точки, чтобы они как-то взаимодействовали. Поэтому ребенок, даже который не умел, например, поднимать руку, на автомате при нажатии точек сможет шевелить этой рукой. Как бы эту функцию физически включаешь не через мозг, а через эти нервные окончания. Поэтому ребенок учится и начинает самостоятельно что-то делать в этом направлении. Именно шевелить рукой или шевелить ногой. Для меня это черная магия, но как-то, как понимаю, так и рассказываю. Ну, каждое утро надо ей делать массаж, разогревать полностью, чтобы потом не болели при занятиях ни ноги, ни руки. Связки растягивать. Очень необходимое занятие именно с утра, оно самое важное. А потом уже можно 2 или 3 раза в день это сделать, закрепить как бы результат. И тогда эффект будет. И этим надо заниматься каждый день, изо дня в день. У нас нет выбора на смену. То я, то жена. Мы недавно купили новые ортезы, получается, благодаря вашей помощи. Ну и, в общем, эти ортезы позволяют ногам иметь стопом 90 градусов, чтобы научиться ходить. Мы были очень счастливы, когда она смогла не только держать корпус тела, спину и голову, но еще она начала постепенно осваивать шаги с помощью ортезов. И на ортезы надо было нацепить специальные ботинки, чтобы не скользко было. Она сейчас может чуть-чуть ходить, но не самостоятельно. Нас это очень порадовало. Каждый родитель знает, что с ребенком у него есть связь. А когда, тем более, ребенок еще не умеет говорить, и уже какой-то идет, ребенок сам себя осознает уже, он начинает, как умеет, с тобой стараться разговаривать. Звуки, жесты, мимика. Вот с Ларой очень чувствуется эта связь, потому что она всячески сигнализирует свое настроение и свои желания. Она пока сказать ничего не может, но показывает, как умеет. И я ее как-то чувствую, потому что она моя дочка. Стараемся как-то на уровне разговаривать сами с собой. Я ей говорю, естественно, устно, она так, как умеет. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех людей, которые нам хоть каким-то способом старались помочь, морально или финансово, неважно. Каждая помощь очень была важна для нас. Благодарю ребят, людей, которые после просмотра программы «Беларусь Беларусу» захотели, были вдохновлены всей этой ситуацией, захотели нам помочь. И закрыли там уже тот счет сберки одним платежом. Те средства, которые мы насобирали, они нон-стопом используются, нон-стопом ходим по разным врачам, заполняем то, что требует ребенок, специальные программы, например, реабилитация. На все это уходит постепенно то, что насобиралось. Мы очень благодарны за ту помощь, которую оказали слушатели и вообще люди, которые как-то увидели ту информацию, которая
пошла в эфир. Перед нами еще стоит много целей с Ларой, чтобы она все-таки встала на ножки. Мы очень мечтаем об этом, чтобы ребенок был самостоятельный. Впереди у Лары будет трудное время. Мы готовимся к операции на глаза, чтобы она не имела косоглазия. И ей надо пройти некоторых специалистов. И, естественно, очереди на этих специалистов очень большие. И чтобы это до срока операции все закрыть, чтобы пройти на операцию, надо приватно. Плюс хотим еще в проекте Лару отправить в турнус реабилитационный. Но это такая программа, когда реабилитанты будут нон-стоп рядышком. Это похоже на санаторий для детей, инвалидов, которые восстанавливаются там, как могут. Это, естественно, все, к сожалению, не бесплатно. Мы дальше продолжаем сборы финансов на врачей, на турнус реабилитационный. И вообще, если люди думают, что жизнь ребенка, который требует помощи, заключается только в походах до врача, например, или вот в турах реабилитационных, то это не так. Эти дети каждый день нуждаются во всяких нужных мелочах. Когда выделяются средства, они идут так, чтобы ребенку было лучше жить. Повышает его качество жизни и функциональность. Грубо говоря, мы ставим ребенка все вместе на ноги. Поездка реабилитационный турнус плюс-минус стоит около 2000. Также мы хотим приобрести набор специальный для реабилитации, чтобы она могла там тренироваться, ползать, ходить, подносить ножки сама и развивать разные мышцы. Там разные такие заставы, такие мягенькие, чтобы можно рядышком было стоять, ногой двигать в разные позиции. Интересная штука, она около 3000 стоит. Там разные части, тоже можно отдельно купить. Также хотим приобрести стол специальный для реабилитации. Такой мягенький, подобный, как и для взрослых, но вообще он меньше для детей. Такой специальный. Мы пока что ищем его цену, но в районе, я думаю, 1000 он будет стоить. Мало-помалу, там собирается нормальная сумма. Конечно, тяжело это все переживать, но те моменты, когда Лара делает хоть какой-то прогресс, это затмевает все то негативное, которое было позади. Именно это нас и держит более или менее на плаву психологически. Ад усяго сэрца разам з бацькамі Лары мы дзякуем усім неабыякавым людзям, якія адгукнуліся на іх бяду, якія закрылі збор. І цяперака яе сям'я марыць пра 2-тыднёвую няспынную рэабілітацыю ў адмысловым санаторыі, а таксама пра пэўнае абсталяванне для заняткаў з Ларай, каб прагрэс не спыняўся. Калі вы хочаце падтрымаць Лару яшчэ, альбо адгукнуцца на патрэбы іншых нашых герояў, лістуйце да нас. Гэта можна зрабіць з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае, памятайце, што маленькіх унёскаў не бывае, і беларус беларусу – гэта любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь.